день грядущий нам готовит, а точнее грядущий театральный сезон. Чем будет радовать публику театр оперы и балета? Здравствуйте, это «Вести интервью», и сегодня мы беседуем с заслуженным деятелем искусств Республики Мордовия, художественным руководителем театра оперы и балета Сергеем Яковлевичем Кисом. Здравствуйте, Сергей Яковлевич. Здравствуйте. Я так задумалась, что обычно у нас театральный сезон начинается где-то в конце сентября, или примерно там в середине, например, да? А сейчас, я так понимаю, уже в начале сентября вы будете нас чем-то удивлять. Ну, да, мы решили, что в этом году стоит открыться в начале сентября. Все-таки надо приучать публику к тому, что театр работает практически круглый год, за исключением небольшого времени отпуска. Есть огромное количество планов, которые хотелось бы реализовать. Мы надеемся, что со временем это станет такой традицией, что с начала сентября зрители будут с удовольствием ходить в театр. Хорошо, Сергей Яковлевич, обычно сезон, тоже это традиция, да, открывается премьерой, да, какой-нибудь. В этом году тоже премьера будет у нас? Открываем сезон мы не премьерой, у нас достаточно насыщенный год. Мы открываем сезон национальной постановкой, но в этом сезоне у нас будет достаточно премьер. Во-первых, давайте скажем честно, у нас год очень богат на юбилеи. Только прошел юбилей балета, который мы провели. Сейчас юбилей оркестра. Сейчас юбилей оркестра, 85 лет, и мы планируем провести большой гала-концерт. Также в планах дать серию концертов, связанных с юбилеем оркестра. Именно симфонические концерты будут? Да, именно симфонические. И сейчас опять же вопрос, как все это количество планов, которые есть, втиснуть в то ограниченное количество времени, которое мы имеем, потому что надо понимать, театральная ли работа, симфонические ли концерты, зритель видит конечный результат, и этот конечный результат длится 2-3 часа. Но подготовительный этап всегда очень большой, то, о чем, может быть, многие зрители даже не догадываются. То есть очень много новых произведений будет исполняться, новые программы, которые до этого Естественно, если будет симфонические программы, как я планирую, это все будет калейдоскоп разных произведений, которые не должны повторяться. И будем говорить так, любая программа готовится, в нормальных условиях это неделя работы. В театре условия работы немножко другие, потому что есть еще и спектакли, балеты, оперы, оперетты. Есть какая-то детская программа, да, есть какая-то текущая работа, которая не дает возможности находиться внутри одной программы целую неделю. Приходится параллельно вести работу по нескольким программам, нескольким наименованиям. Поэтому нам приходится выбирать из тех планов, которые у нас есть, чтобы мы хотели все-таки реализовать в первую очередь, что-то ставить на потом. Но точно будет юбилей оркестра. Это в сентябре? Это будет в октябре. Дальше у нас, кроме юбилея оркестра, в этом году юбилей оперы «Нарспи». В связи с этим у нас также будет такое юбилейное исполнение этой оперы. У нас будет постановка нового балета, на который... Это грант, получается, да? Это федеральный грант. Давайте это поподробнее. Детский балет Чиполлино. И, честно говоря, у нас так получилось, что в этом году у нас до конца года должны реализоваться пока 2 гранта, если еще не выиграется еще что-то. Это оба гранта балетные? Федеральные нет. Один грант – это проведение фестиваля, Михайлова оперного фестиваля, а второй грант выигран на постановку балета Чиполлино. Реализация гранта балет Чиполлино – это конец октября месяца. То есть сейчас, я так понимаю, уже идет подготовительная работа, репетиции начнутся в ближайший день-два. То есть я правильно понимаю, это же все с нуля, то есть нужно придумывать декорации, костюмы? Это все с нуля, декорации, костюмы, нотный материал, балетная лексика и вся балетная постановка. Это все
все будет изучаться с нуля и делаться с нуля, но уже работа ведется. После постановки балета у нас остается там не такой большой временной промежуток для того, чтобы подготовиться к фестивалю Михайловскому. Позволили себе по максимуму пригласить солистов, чтобы у нашего зрителя была возможность увидеть и услышать какие-то имена, которых они раньше, допустим, не видели, не слышали, познакомиться с новыми исполнителями. У нас будет интересный проект сольный. Тоже пока не буду озвучивать, пока не подписан договор. Но проект точно заинтересует нашего зрителя. Это тоже в рамках фестиваля? В рамках фестиваля. Как показывает практика, зритель с большим интересом, с большой охотой идет на фестивальные программы. Это всегда интересно для них, это интересно для нас. Мы стараемся зрителя по максимуму удивлять. Может быть, тогда еще какой-то фестиваль вы придумаете? Или, может, уже придумали? Опять же, что еще можно придумать? Оперный, балетный, планов много. У меня есть желание мини-фестиваля оркестровой музыки. Вот с нашим оркестром. Но, понимаете, любой фестиваль требует определенного количества дней, определенного количества программ, а, соответственно, определенного количества еще подготовительного времени. Вот поскольку у нас на конец календарного года уже запланировано огромное количество всего, что давайте говорить так: постановка, фестиваль, юбилей, еще один юбилей, да, потом мы едем на гастроли сразу же. Куда, кстати? В Ярославль в рамках Международного балетного фестиваля нас пригласили с 3 спектаклями, 4, точнее, балетных спектакля в 3 вечера. То есть первый вечер у нас будет «Баядерка», второй вечер «Спящие», третий вечер «Вальпургиевая ночь» и «Кармен». А еще какие-то гастроли будут? Можно, конечно, забежать вперед и сказать, что планируется огромное количество проектов, но, опять же, знаете, как, чтобы это не напоминало, не знаю, шапкозакидательство там, или дележ шкуры неубитого медведя. Ну, хорошо, я ладно, считаю, что надо вперед. все вот по факту, да? Ну, вот один из фактов, например, что я знаю, что театр выиграл республиканский грант на постановку балета «Аттила». Да. Вот давайте об этом поговорим, то есть что это будет за балет, идет ли уже к нему подготовка какая-то? Идет подготовка к этому балету, потому что это создание балета практически с нуля. Ведется работа по поводу создания и музыкального материала. То есть еще даже нет музыкального материала пока? Он или создается. Уже есть? А кем? Тут все... Тоже давайте пока мы все оставим, так сказать, лишнюю информацию оставим в тайне. Единственное, что могу сказать, что идея была, когда выигрывался этот грант, самая главная идея была не поставить уже что-то существующее, а создать совершенно новый продукт, создать его с нуля и создать его в таком творческом содружестве, ну, скажем, как работали мастера, так сказать, прежние создатели великих известных балетов. Если все-таки мы пока останавливаемся на вот этом проекте «Аттила», да, кто это такой? Ну, я думаю, что гораздо точнее и правильнее будет всем заинтересовавшимся еще почитать ту или иную литературу, чем слушать мой пересказ этой литературы, которую прочитал я. Но начнем с того, что... То есть это ваша идея была поставить этот балет такой? Эта идея была совместная. Она была, скажем, мы обсуждали это и с нашим художественным руководителем балета, какую тему выбрать. И еще советовались с разными людьми, историками, литераторами, какая тема могла бы быть интересна. Ну, балет национальный, да? Балет национальный, потому что... Музыка тоже будет такая в национальном стиле? Да, потому что, давайте говорить так, Аттила он же был очень неординарной личностью. На протяжении веков о нем складывались те или иные легенды, и не всегда, может быть, хорошие. Но если начнем изучать эту историю,
Вот мне кажется, что скорее всего, это выдающийся человек, имя которого даже, может быть, кто-то хотел бы опорочить, потому что он противостоял Риму, его империя простиралась на огромной территории. Практически, будем говорить, под ним была вся Европа. Европа, часть Азии. Поэтому, вот как вы говорите, разные источники. Разные источники. Для меня это в первую очередь человек, и для меня это человек, для которого очень важна была идея именно сплоченности, именно идея вот этого вот содружества, потому что как бы ему кто что ни приписывал, если мы читаем какие-то, что он разрушитель, он завоеватель, он варвар. Он не варвар, это был очень просвещенный человек, который разговаривал на огромном количестве языков. А любовь-то будет в балете? Обязательно, потому что он человек. Вот. Но для меня, мне кажется, что это еще актуальная тема. Почему? Потому что, мало того, что его империя, она является, та империя гуннов, она является прародительницей очень многих народов, которые находились на территории этой империи, в том числе и многих народов Поволжья, в том числе и, если мы говорим о Чувашии, это тоже часть истории этой земли. Почему и балет мы позиционируем, что все-таки это национальный балет. И в первую очередь Теперь это... понятно. Да. Для меня идея сплоченности здесь важна. Идея человечности, идея, конечно, вот любовь и идея вот любви к своей родине, того, что только в совместном каком-то вот в сплоченности может идти какое-то развитие, да? Для нас это сейчас очень актуально. Я так понимаю, это будет премьера на балетном фестивале? Скорее всего, именно потому что это масштабный очень проект, премьера будет к концу календарного года, 18-го. Хотя мы, конечно, не исключаем вариант, что мы это сделаем быстрее. Балет масштабный не только, скажем, вот потому что он создается, да, он требует огромного масштаба времени. Он еще по самой теме, он масштабный по декорациям, по костюмам. Это все требует определенной серьезной работы. Хорошо, тогда давайте все-таки о том, что у нас вот в ближайшем будущем. Когда конкретно открывается сезон, что конкретно будет в сентябре, почему мы должны прийти в театр? Сезон открывается 7 сентября. Открывается опера «Шевармань». И буквально сразу же, да, естественно, мы даем сразу оперу, балет и оперетту. И буквально сразу же, вот что касаемо оперетты, мы даем наш гала-концерт оперетта, которым мы закрывали предыдущий сезон. Честно говоря, когда мы создавали этот концерт, я просто в тот момент стремился создать хороший концерт, который будет интересен публике. И выстраивали мы это по принципу концерта ревью с каким-то сквозным, минимальным сквозным действием, но тем не менее со сквозной драматургией. И получился полноценный концерт-ревью, который имеет право называться спектаклем. Более того, там задействованы, я так понимаю, все солисты, которые в театре Там задействована вся труппа. Более того, получился именно настоящий опереточный концерт. Даже те, кто никогда не пел оперетту, кто только в операх, да, себя? Давайте говорить, даже те, кто никогда не двигался на сцене, у нас двигаются. Потому что для жанра оперетты очень важно, чтобы не балет исполнял па, который должен исполнять солист, а солист стоял столбом, а чтобы солист двигался. И зритель, который был у нас на концерте, мог видеть, что наши солисты умеют танцевать, в то же время петь, умеют владеть телами. Некоторые из наших солистов даже очень профессионально исполняли те или иные балетные поддержки. Ну, вы помните, потому что вы были в качестве зрителя. Очень рада, что действительно этот концерт не остался вот так вот забытым, и что действительно он у вас будет еще мы решили, в репертуар, что он у нас будет репертуарным. И боюсь заглядывать вперед,
Ну, существует такая идея, что, допустим, вот мы его будем год держать в репертуаре, а следующий балетный фестиваль мы сделаем следующий концерт-ревью с новыми номерами, с новой Балетный канвой. уже? Или оперетный? Нет, опереточный, я оговорился, да? Следующий фестиваль оперетты мы создадим какой-то такой же новый продукт, который войдет, значит, уже спектаклем в следующий сезон. Чем хороши такие концерты, они еще ведь и как пазл. Его можно собрать по-разному, его можно сделать чуть меньше, чуть больше, ввести новые номера, а можно абсолютно сделать новый такой же вот спектакль, такой же концерт-ревью. Ну хорошо, Сергей Яковлевич, а вот труппа как на это все реагирует? Не говорят, что боже, боже, что еще придумает наш новый художественный руководитель? Я не знаю, как они реагируют где-нибудь, где я не слышу, вот. Но судя по общему состоянию после закрытия нашего сезона, после этого гала-концерта, вот общее состояние у труппы было приподнятое, творческое приподнятое. Если артист вот испытывает это моральное творческое удовлетворение, то, естественно, он это передает зрителю. Естественно, он работает с большим удовольствием и с большей отдачей. Ну, я с вами согласна, и поэтому я желаю, чтобы в этом новом грядущем сезоне все было вот именно на высокой ноте, да, чтобы вот эта самоотдача была и у артистов, то есть откликались, чтобы они все на ваши идеи, на ваши планы, чтобы все получилось, чтобы все реализовалось задуманное. Вот. И спасибо вам большое, что пришли к нам в гости сегодня. Спасибо вам, и жду всех наших зрителей и почитателей в театре.